Большое спасибо, что приняли предложение медиакорпорации Китая провести сегодняшнее интервью. 7 мая вы вступили в должность президента России. Мы на своих платформах транслировали вашу инаугурацию в прямом эфире. Я сам также смотрел всю трансляцию, похоже, около 45 минут, и был очень тронут. Скажите, пожалуйста, чем отличается ваше четвертое выступление от предыдущих и ваши ощущения от них? Ну, прежде всего, я хотел бы вас поблагодарить за внимание к России, за то, что вы сочли возможным встретиться сегодня для беседы. И хотел бы воспользоваться этим случаем, пожелать всего самого доброго китайскому народу. Мы знаем, что у нас в Китае очень много друзей. И тот факт, что вы смотрели инаугурацию в прямом эфире, говорит о том, что она вызывает, и вообще Россия вызывает у китайского народа известный интерес. Я хочу пожелать всего самого доброго китайскому народу, счастья и процветания каждой китайской семье. Что касается нового срока в должности президента Российской Федерации, то вы, наверное, если смотрели это в прямом эфире, видели, о чем я говорил, самыми приоритетными направлениями нашей, когда я говорю нашей, имею в виду и свою, и работу моей команды. Так вот, самыми большими приоритетами нашей команды будет дальнейшее поступательное развитие России, обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера, развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования и обеспечение, безусловно, безопасности. Мы будем уделять серьезное внимание нашему позиционированию на международной арене как страна, которая придерживается принципов международного права, уважает интересы наших партнеров и, безусловно, будет добиваться соблюдения наших собственных интересов. В этой связи мог бы сказать, что мы большое значение придаем нашему сотрудничеству с нашими традиционными и надежными партнерами, союзниками и друзьями, к которым, безусловно, относим и Китайскую Народную Республику. Спасибо. Я заметил, что начиная с обращения к Федеральному собранию, вы часто упоминали российскую мечту. Как вы знаете, китайский народ тоже стремится осуществить китайскую мечту, которую инициировал председатель Си Цзиньпин. Как вы думаете, чем схожи и отличаются российская и китайские мечты? Ведь Китай и Россия соседи. Мы общаемся друг с другом на протяжении столетий. Имеем очень глубокие исторические связи и корни. И это же не случайно, что мы, будучи соседями, выстроили в последние десятилетия такие отношения, которые, наверное, на сегодняшний день не имеют даже примера в мире. Это отношения, которые построены действительно на учете интересов друг друга. Вот смотрите, мы подписали договор в 2001 году о дружбе и добрососедстве, но этот договор только основа, на которой мы выстроили, только фундамент, на котором мы выстроили сегодняшнее здание наших отношений. А оно с каждым годом приобретает все новые и новые краски, все новые и новые этажи. Оно растет все выше и выше, становится все крепче и крепче. Это не случайно. Это говорит о том, что нас многое объединяет в наших подходах в строительстве собственных государств, в отношении к людям. И это очень важно. Вот смотрите, если взять то, о чем говорил председатель Си Цзиньпин на последнем съезде партии, ведь что лежит в основе всего, о чем говорил председатель Китайской Народной Республики? Стремление к улучшению жизни людей. Эта цель может быть достигнута самыми разными способами и самыми разными инструментами. Но цель одна. И у нас, в России, не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан. Но вот исходя из этого, мы и думаем о том,
как выстроить в том числе российско-китайские отношения с тем, чтобы добиваться вот этих целей. И для обеспечения нашей внешней безопасности, и для сложения усилий в строительстве экономики нового типа, построенной на современных инновациях, на цифровой экономике, на достижениях генетики, на современных грамотных способах управления обществом, государством и самой экономикой как таковой. Так что у нас очень много того, что нас объединяет. И складывая эти усилия, я уверен, мы будем добиваться новых успехов. Большое спасибо. В прошлом году вы встречались больше всего с китайскими лидерами по сравнению с другими странами. Только с Си Цзиньпином встречались 5 раз. Вы также наградили председателя Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного, высшей награды в России. Поделитесь с нами вашими впечатлениями от общения с председателем Си Цзиньпином. Вы знаете, некоторые вещи говорить неудобно, это же такие личные наблюдения и личные наши отношения. Ну вот, наверное, председатель Си Цзиньпинь – это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпинем мы это сделали. Потом, я уже говорил об этом публично, здесь секрета нет, мы сделали это очень по-простому. Ну, не буду скрывать, не знаю, он на меня, наверное, не будет сердиться. Выпили по рюмке водки, значит, просто нарезали там какую-то колбасу у нас, просто мы в ходе, после окончания рабочего дня это делали. Но я вот хочу с этого начать говорить о характеристиках. Он очень доступный и, на самом деле, по-человечески душевный человек. Но в то же время очень надежный партнер. Можно быть уверенным в том, что если председатель Си Цзиньпинь, если мы с ним о чем-то договариваемся, то я со своей стороны, и я знаю, что он со своей стороны, всегда стремимся к исполнению наших взятых на себя обязательств. Это первое. И второе. Но он, собственно говоря, так же, как и многие лидеры других стран, это нас, думаю, объединяет всех, стремится к максимальному результату в своей работе для пользы каждого конкретного человека в своей собственной стране. Вот он аналитик хороший, и с ним интересно пообсуждать и мировые проблемы, и вопросы экономики. Так что это для меня это очень комфортный партнер и хороший, надежный друг. Спасибо. И у меня такие же чувства. Через несколько дней вы отправитесь в Циндао, город в Китае, участвовать в саммите ШОС. Также будет проведен ваш государственный визит в Китай. Учитывая расширение ШОС, как вы думаете, как можно сделать так, чтобы работа организации была более эффективной и позитивной? ШОС создавалась как достаточно скромная организация для решения прежде всего пограничных вопросов между Китайской Народной Республикой, Россией и рядом других бывших республик Советского Союза. Мы ставили перед собой, повторю, скромные задачи. Но постепенно, по мере решения этих проблем, достаточно узких, стало очевидным, что нас много объединяет в том смысле, что вместе мы можем добиваться более широких результатов, более серьезных результатов, чем просто решение пограничных вопросов. И ШОС стало развиваться. Но после полноформатного принятия в организацию Индии и Пакистана, после начала полноформатной работы, а оно должно состояться именно сейчас в Китае, это начало, стало очевидным, что ШОС превратилась в глобальную организацию. Это совершенно очевидный факт, потому что, смотрите, четверть мирового ВВП приходится на наши страны, 43% населения Земли, 23% территории планеты. Это колоссальные ресурсы, просто колоссальные. А если еще и иметь в виду темпы роста в Азии, темпы роста
в Китае, темпы роста в Индии. Мы постараемся тоже в России придать новый импульс развитию нашей экономики, обеспечить темпы, необходимые для нас. Вот все это вместе, плюс военные потенциалы, это колоссальная сила, которая, безусловно, нами будет направлена не на противостояние с кем бы то ни было, а на то, чтобы обеспечить необходимые условия для всестороннего и многопланового сотрудничества и между нашими странами, и между другими странами, где бы они ни находились на любом континенте. Вот объединение усилий такой мощной группы стран, безусловно, будет важнейшим фактором и для нашего собственного развития, и будет фактором влияния на ситуацию в мире. Уверен, что это будет фактор положительного влияния. 谢谢。 Спасибо. 中国青岛是一个美丽的海滨城市， Циндао — это красивый приморский город. Он известен своим морепродуктами и пивом. У вас есть планы попробовать? Да, с удовольствием попробую. И морепродукты люблю, и пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять, но попробовать хочу и обязательно это сделаю. 谢谢。 Спасибо. 今年是“一带一路”倡议提出， В этом году исполняется 5 лет, как была начата инициатива «Один пояс, один путь». Председатель Си Цзиньпин сказал, что целью осуществления данной инициативы является создание сообщества единой судьбы человечества. Как вы относитесь к этой концепции? Мы всегда поддерживали эту идею, ведь идея председателя Си Цзиньпиня «Один пояс, один путь», он объединяет и экономическую составляющую, и гуманитарную. Прежде всего, конечно, речь идет об экономике, об инфраструктуре. Мы считаем это полезной, важной и перспективной инициативой. Эта инициатива слагается и с нашими усилиями по строительству Евразийского экономического союза. Более того, вот совсем недавно, 17 мая в Астане, было подписано соглашение о взаимодействии в экономической сфере между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой. Там пока речь не идет о снижении тарифов, но там уже идет речь о очень важных вопросах, а именно о торговой политике, о техническом регулировании, о фитосанитарном контроле. То есть мы, по сути дела, мы делаем очень важный шаг в направлении снятия ограничений на развитие экономического взаимодействия. Но идея председателя Си Цзиньпиня, насколько мы ее представляем, она, конечно, имеет более глобальный характер, она нацелена на то, чтобы сотрудничество развивалось со всеми странами и континентами. У нас есть идея евразийского экономического сотрудничества в целом. Мне кажется, все это очень слагается и может привести к хорошему результату. Мы знаем об интересе, ну, допустим, если взять инфраструктурную часть этих идей, мы знаем об интересе, допустим, наших китайских партнеров по работе на Северном морском пути. Мы будем только это приветствовать. Но это не единственное направление. У нас есть хорошие планы и в сфере промышленной кооперации. У нас есть очень хорошие планы в сфере инфраструктуры, развития железнодорожного транспорта. Это все очень мощные, перспективные направления, которые, безусловно, будут лежать в основе нашего взаимодействия. Уже сегодня, смотрите, для нас Китай в страновом измерении является торговым партнером номер один. В прошлом году общий товарообъем у нас вырос и достиг 87 миллиардов долларов. В этом за первые 4 месяца рост был таким, как за весь предыдущий год. Это очень хорошие темпы, которые мы должны сохранить и приумножить. 谢谢。 Спасибо. 在您新近发布的施政纲领中， В опубликованных майских указах 是民生领域 большое внимание уделяется повышению уровня жизни и развитию цифровой экономики.
在这些领域， Как вы думаете, Россия и Китай в углублении сотрудничества в этих областях, что еще можно сделать? Вот это одно из ключевых направлений. Мы знаем, сколько внимания и председатель Си Цзиньпинь, и правительство Китайской Народной Республики уделяет развитию современных форм хозяйствования и таким перспективным направлениям, как цифровая экономика. Мы полагаем, что это, безусловно, тесно связано с такими важнейшими направлениями будущего технологического уклада, как роботизация, робототехника, как искусственный интеллект. В современном мире все основные открытия, наиболее перспективные открытия делаются на стыке наук. Это и биология, это генетика, это некоторые другие направления, которые, безусловно, сделают тех, кто преуспеет в этих направлениях, лидерами мирового развития. И не забывая про традиционные наши сферы сотрудничества, конечно, будем стремиться к тому, чтобы объединять наши усилия с нашими китайскими друзьями на этих ключевых направлениях сегодняшнего и тем более завтрашнего дня. У нас есть соответствующие идеи, есть планы, есть свои разработки. Мы знаем, что и у Китая есть уже существенные достижения. Ну, например, вот, в сфере интернета вещей, в сфере цифровой там, торговли. Но этого для успешного развития в ближайшей перспективе нам всем, и Китаю, и России, будет совершенно недостаточно. Нам нужно развивать цифровые технологии в промышленности, в инфраструктуре, в энергетике, в том числе в электроэнергетике, в альтернативных видах энергии. Вот там везде можно применять и нужно применять новейшие разработки, новейшие достижения. И если мы с вами сделаем это, то мы будем безусловными лидерами. К этому и будем стремиться. Спасибо. 尽管平等的对话和合作啊， Несмотря на то, что все стремятся к равноправному диалогу и сотрудничеству, но вы сейчас сталкиваетесь с острыми вопросами. Я имею в виду санкции западных стран в отношении российской экономики, другое давление. Как вы думаете, каким может быть развитие российско-американских отношений и отношений России со странами Запада? Наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития. Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет. И, конечно, российский народ всегда выберет первое. Я думаю, так же, как и китайский народ. Никакого другого пути у нас нет. Но мы понимаем, что наши партнеры вот этими ограничениями и санкциями стремятся только к одному – сдержать развитие. Я нисколько не сомневаюсь, что это покушение, как говорят юристы, с негодными средствами, и ничего из этого не получится. От этой политики теряют прежде всего те, кто ее инициирует. Но исхожу из того, что все-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, они будут постепенно сниматься, и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами и другими странами, которые пошли у них на поводу, и эти санкции применяют. Кстати говоря, вот те, кто, как я выразился, пошли на поводу Соединенных Штатов, они сами начинают страдать от того, что Соединенные Штаты начинают применять и в отношении этих стран. Все это вместе, постепенно, я говорю это не для того, чтобы порадоваться и иронизировать, но это все говорит о том, что эти средства, они не могут быть универсальными, и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив. И в конечном итоге рассчитываю, что все-таки так или иначе у нас отношения нормализуются. Спасибо. Спасибо.
今年以来啊，这一些国际热点地区， С начала этого года в некоторых горячих точках в мире, например, Корейский полуостров, Сирия, произошли некоторые позитивные изменения. 俄罗斯 Но ситуация до сих пор остается неясной. Как вы думаете, какую роль может играть Россия в разрешении данных вопросов? И какое пространство для сотрудничества России и Китая есть по этим вопросам? Ну, что касается Корейского полуострова, то наши позиции, как говорят дипломаты, очень близки, либо полностью совпадают. Скорее даже второе. У нас есть, мы выступили инициаторами так называемой дорожной карты урегулирования ситуации на Корейском полуострове. И Китайская Народная Республика за последнее время очень многое сделала для того, чтобы ситуация немножко разрядилась. Мы очень рады этому и всячески будем это поддерживать. Как вы знаете, вот сейчас Корейской Народно-Демократической Республики находится министр иностранных дел Российской Федерации и ведет переговоры с северокорейскими лидерами, в том числе и по проблемам урегулирования. Мы видим, что северокорейское руководство пошло на, честно говоря, для меня даже неожиданные, я бы сказал, даже беспрецедентные шаги, направленные на снятие этой напряженности. Ну, объявили, во-первых, о прекращении ракетных испытаний, объявили о прекращении ядерных испытаний. Более того, сейчас вот ликвидировали один из своих крупнейших полигонов для испытаний ядерного оружия. Все это, безусловно, практические шаги в направлении денуклеаризации. А это наша общая конечная цель. Но я могу понять руководство Северной Кореи, когда оно говорит о том, что для полной денуклеаризации им нужны абсолютные гарантии их безопасности. Ну а как иначе? Иначе себе представить нельзя, особенно после тех трагических событий, которые произошли скажем, в Ливии или в Ираке. У них же, у северокорейцев все это перед глазами стоит, поэтому, само собой разумеется, они будут требовать гарантий. Какими могут быть эти гарантии? В какие сроки все это может быть реализовано? Сейчас очень трудно сказать, но что сказать можно и нужно, это то, что двигаться надо по этому пути. По пути снижения напряжения, денуклеаризации в конечном итоге. Очень жаль, что наши партнеры на Западе, Соединенные Штаты и, вот, к сожалению, Южная Корея, Республика Корея не остановились в проведении своих военных учений и маневров, которые не способствуют разрядке. Но все-таки надеюсь на то, что, безусловно, очень мужественное и зрелое решение, которое принял президент Соединенных Штатов, Трамп, пойти на прямой контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, вот эта встреча состоится, и мы все будем ждать от этой встречи позитивных результатов. Но и вот в дорожной карте, о которой я упоминал, российско-китайской дорожной карте, урегулирования северокорейской проблемы, там следующий этап – это углубление отношений между всеми странами, которые отвечают за эту разрядку. Следующий этап – это многостороннее участие всех заинтересованных государств, и прежде всего государств региона, по выработке вот этих гарантий безопасности. И, конечно, мы со своей стороны всегда предлагали, и это остается на столе переговоров, трехсторонние экономические проекты между Россией, северной частью и южной частью Корейского полуострова. Это прежде всего инфраструктурные проекты. Мы говорим о строительстве железной дороги, допустим. Кстати говоря, вот к этим проектам мог бы подключиться и Китай между Россией, Северной Кореей, Южной Кореей. Мы говорим о прокладке газопровода. Это можно подумать о строительстве различных других энергетических объектов. Много возможностей для совместной работы и в трехстороннем, и в четырехстороннем формате. Надо только двигаться в этом направлении. Мы все будем с нетерпением ждать результатов встречи между президентом Трампом и лидером Северной Кореи господином Ким Чен Ыном.
И будем всячески способствовать тому, чтобы она прошла успешно. 谢谢。 Спасибо. 刚才我向总统先生介绍了中国国际 Только 广播 что 电台 я вам говорил 新媒体客户 о 端举办的 проектах нашей корпорации в интернете, такие как «Кто фанат Владимира Путина». 开展的，我有问题问普 И 京， поэтому есть несколько вопросов, которые мы получили от наших пользователей. 征集到了4万多个网友对普 Эти 京 два мероприятия, в этих мероприятиях приняло участие более 40 миллионов пользователей. 代表中国网友 И сейчас я хотел бы от имени наших пользователей задать вам 4 вопроса. Пожалуйста. 第一个，作为 Первый. 本届世界杯赛的东道主， Россия, будучи хозяйкой чемпионата мира по футболу в этом году, как вы думаете, каких результатов может достичь сборная России? Вы сказали, вот тот человек, который задает вопрос, он сказал о том, что Россия является хозяйкой чемпионата. Поэтому самая главная, самая основная наша цель, как страны-организаторов этих мероприятий, достойно провести этот чемпионат, сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире. Вот это будет самым главным нашим достижением. Что касается сборной, то я должен констатировать, это факт. К сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала, но мы очень рассчитываем, что все болельщики и все любители футбола России рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца. 那您预测谁将会获得冠军？ Как вы думаете, какая команда станет чемпионом? Это сложный вопрос. Там много претендентов. Это латиноамериканские команды, это Аргентина и Бразилия. Мы знаем, что блестяще играли на предыдущих чемпионатах мира и сборные Германии. Очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрирует испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты. Но победит сильнейший. 您会为世界杯开球吗？ Да, я буду смотреть, но потом я, как глава государства, которое принимает чемпионат, должен быть на открытии, на закрытии. Я посмотрю на свой график, если я смогу, то поприсутствую, может быть, и на каких-то других играх. 您最喜欢的球星是谁？ Кто ваш самый любимый футболист? Ну, у меня есть футболисты, которых я считаю выдающимися и которые, безусловно, могут претендовать на вот этот титул, на это звание. Среди российских советских футболистов это Лев Яшин, среди иностранных Пеле. Ну, Марадона мне еще очень нравится. 谢谢。 Спасибо. 中国网友都知道您很喜欢运动， Наши пользователи все знают, что вы очень любите спорт. Каким спортом вы сейчас занимаетесь? Сколько тратите время каждый день на спорт? Каждый день я трачу на спорт около 2-2,5 часов. А занимаюсь я в зале, плаваю, иногда ухожу на татами, если у меня есть спарринг-партнер. И не так часто, как бы хотелось, но играю в хоккей. Но играю — это слишком сильно сказано, но пытаюсь играть в хоккей. 经常在新闻中看到你啊， В новостях мы часто видим вас в истребителе, в подводной лодке. 您是一位 Наши 被中国 пользователи 耽误的超级网红。 считают вас суперпрезидентом. 您会从事什么职业？ Скажите, если бы вы не занимались политикой, какой бы профессией вы занимались? Я работал в разведке Советского Союза. Во внешней разведке Советского Союза. Я уже у меня есть профессия. Но я закончил Петербургский государственный университет, юридический факультет, и поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом. Но
но всю жизнь проработал в органах безопасности, во внешней разведке Советского Союза. Потом работал в исполнительных органах власти в Петербурге, ну, считай, в муниципалитете. Каждый из этих видов деятельности мне нравился, он был по душе. Ну, я думаю, что адвокатом вполне мог бы работать. 谢谢。 Спасибо. 2016年，您到中国杭州参加 G20 峰 В 会， 2016 году, когда 带了 вы 一箱 участвовали в саммите двадцатки в Ханчжоу, 到中国把它带回来。 вы привезли в подарок ящик российского 带 мороженого. 什么东西去？ Возьмете ли вы что-то в этом году? Да, но я привез, потому что председатель Си Цзиньпинь как-то упомянул, что он любит российское мороженое, поэтому я и привез ему в подарок. Но мы с ним обмениваемся некоторыми мелочами. Но что же будет это за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок? Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и вами. Я потом вам на ухо шепну. 谢谢。好的，总统。 Большое спасибо, господин президент, за сегодняшнее интервью. 在新的任期内， Желаем вам удачи, успешной работы 做俄罗斯世界杯 в новой должности, на 4-м сроке, и успеха в проведении чемпионата мира. Благодарю вас.